Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Мы сегодня собрали вас по поводу очень хороших новостей в области архитектуры и градостроительства. Все вы уже в курсе, что Якутия стала участником всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». В этом году мы направляли 9 проектов на конкурс, и 2 города стали победителями этого конкурса. Дело в том, что национальный проект «Жилье и городская среда» – это, конечно, один из наиболее важных национальных проектов, в рамках которых идет реализация программы формирования комфортной городской среды. В паспорт регионального проекта по направлению «Городская среда» у нас попали все 13 городов республики. И понятно, что кроме города Якутска 12 городов – это у нас малые города. Поэтому участие малых городов – это прекрасная возможность привлечь дополнительные финансовые средства. Например, в этом году государственная программа у нас где-то чуть больше 400 миллионов рублей направляется на эти мероприятия. Из них 297 миллионов мы получаем из федерального бюджета. И, конечно же, 80 миллионов рублей, которые привлекли наши города, это большой задел для того, чтобы реализовывать нашу государственную программу. Вообще хотелось бы отметить, что Управление архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия, созданное совсем недавно, основной целью и задачей нашего управления является сегодня повышение квалификации кадров в области архитектуры и градостроительства. На самом деле у нас практически катастрофическая нехватка специалистов в нашей сфере, потому что мы совместно с Союзом архитекторов Республики Саха-Якутия, совместно с Управлением архитектуры при окружной администрации города Якутска сегодня аккумулируем все свои силы, чтобы объединить архитекторов, которые как раз являются самым, пожалуй, важным звеном в реализации вообще всех проектов, потому что все, что строится во всех городах, во всех селах, все, что мы видим в части развития наших поселений, в части архитектуры и градостроительства, конечно, в первую очередь зависит именно от архитекторов, потому что понятно, что это большая работа команд, не только, конечно, и не столько архитекторов, но старт, самое начало зависит именно от нас, от тех, кто прикладывает все свои усилия, чтобы эти проекты были интересными, современными, технически грамотными. И то, как будут развиваться наши города и села, в первую очередь, конечно, зависит именно от нашей сферы. Поэтому сегодня мы на нашей пресс-конференции, кроме наших заслуженных победителей, это главы города Нюрба Александр Иванов и города Покровска Петр Гермогенов. Мы здесь на пресс-конференции сегодня пригласили принять участие председателя правления Союза архитекторов Республики Саха-Якутия Семена Никифорова. Решением общего собрания Союза архитекторов в этом году у нас новый председатель правления, молодой, очень активный, и мы уже имеем сегодня успехи по линии Союза архитекторов. Он вкратце расскажет о том, какую работу сейчас ведет Союз архитекторов и какие успехи мы в этом году получили на нашем традиционном региональном дальневосточном фестивале «Зодчество». Ну и очень хочу пристальное внимание средств массовой информации обратить на то, что при Управлении архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Руководителем этого центра является Марина Кентьевна Скрябина, она здесь присутствует. Если вопросы есть, вы можете ей задать. Целью которого является методологическая помощь нашим муниципалитетам, потому что, как я уже с самого начала сказала, к сожалению, у нас нехватка именно кадров в этой сфере сегодня приводит к тому, что даже что-то, имея средства на определенные цели и задачи, к сожалению, не всегда у нас это получается качественно и в том режиме, допустим, ожидания реальность, когда мы делаем какие-то проекты интересные, потом их нужно реализовать. Во-первых, проекты должны быть прорывными, современными, потому что национальный проект сегодня требует от нас совершенно новых усилий, нового переформатирования всей нашей деятельности. И как раз Центр компетенций нацелен на то, чтобы муниципалитетам, в которых катастрофическая нехватка, еще раз подчеркну, кадров в области архитектуры и градостроительства, помогать, во-первых, разрабатывать, готовить эти проекты, во-вторых, конечно, реализовывать. Поэтому, кроме того, что мы сказали, у нас
есть средства по государственной программе. Понятно, что средств очень мало, средств не хватает. Именно поэтому вот Центр компетенции у нас сегодня помогает делать вовлечение жителей, вовлечение самих горожан, вовлечение жителей наших сел снизу. То есть, например, можно, конечно, сидеть и ждать, что придут федеральные деньги, будет какая-то государственная программа и нацеливаться только на это финансирование, но можно начинать с самого малого. Можно начинать там с благоустройства своих дворовых территорий, либо начинать с каких-то маленьких интервенций, например, культурные интервенции, как мы знаем, во всем мире очень славятся тем, что это как раз инициатива снизу. Поэтому хочу представить вам Кадану Игнатьеву, это арт-директор нашего Центра компетенций. В этом году мы запланировали проведение фестиваля современной культуры во всех наших городах, которые вошли в паспорт национального проекта. Но и не только в городах, но понятно, что основное население у нас живет здесь даже не столько в городах, сколько в сельских, в районных центрах. Поэтому, например, такие села, как Камгач-Чурапчак, когда она об этом расскажет, тоже вошли в перечень населенных пунктов, по которым фестиваль современной культуры у нас стартует. Ну и самое главное, что мы сегодня финансово наши планы подтвердили. Совместно с Союзом архитекторов Центр компетенций по вопросам городской среды выиграл президентский грант в размере 6 миллионов рублей именно на проведение фестиваля современной культуры. Это тоже большой задел, дополнительные финансовые средства для того, чтобы системно работать над изменением облика наших городов и сел. Ну и вкратце я бы хотела остановиться на наших проектах. Вот здесь вот идет презентация. Дело в том, что во всероссийском конкурсе на самом деле очень большая конкуренция. Участие принимали 77 субъектов, из которых только 36 попали в финал. 330 проектов было представлено на этот конкурс. Значит, первый этап – это техническая оценка. Техническая оценка ведется экспертной комиссией федеральной с очень серьезными критериями. Критериями оценки этих проектов в первую очередь является вовлечение людей. И вот здесь вот на презентации вы можете увидеть, что работу мы начали уже давно. Надо признать, что еще в прошлом году именно город Покровск и город Нюрба стали финалистами прошлогоднего конкурса. И увидев свои минусы, проанализировав их, замечательно, что наши муниципальные команды, собрав вокруг себя людей, доверившись нашим экспертам, архитекторам, причем, надо признать, это молодые архитекторы, вот, проанализировали все свои минусы и негативы прошлого года, и в этом году все свои усилия направили именно начиная с вовлечения людей, потому что это важный критерий. Развитие городов зависит не от того, еще раз подчеркну, что есть средства или власть решила, что надо развивать тот или иной город. Развитие городов прежде всего зависит от каждого жителя того или иного города или села, который хотел бы сам что-то делать в городе. И вот начиная с ноября месяца мы со специалистами Центра компетенций выезжали по всем нашим городам и проводили так называемые воркшопы, то есть объясняли людям, какая цель этих проектов, что они могут получить в итоге. И, конечно же, спрашивали у людей, что они хотят видеть в своем городе. Во-первых, был проведен сбор предложений по определению территории, то есть каждый город проводил у себя на площадке опрос, какие территории люди хотят в первую очередь видеть благоустроенными. И именно эти территории, вот, ну, в частности, парк в городе Нюрба и набережная в городе Покровске, стали как раз предметами обсуждения для жителей. А потом уже у жителей, начиная с малых, там, со школьников, заканчивая людьми преклонного возраста, мы обсуждали, что же они хотят видеть на этих территориях. Далее вторым критерием оценки этих проектов является так называемая идентика, уникальность мест. То есть мы сегодня видим, к сожалению, по всей территории Российской Федерации абсолютно унылые, однообразные типовые города. Много лет, к сожалению, вообще таким вопросам, как городская среда, благоустройство, ну, практически не уделялось внимания, и мы пришли к тому, что один город, ну, практически ничем не отличается от другого у нас и в нашей республике, что касается и жилья, что касается тем более благоустройства, мы все время принимаем одни и те же решения. И вот как раз в чем же уникальность каждого города, а конкурс, еще раз подчеркну, что не только по малым городам, а еще и по историческим поселениям, то есть история, культура, традиции того или иного города, они должны найти отражение вот во внешнем дизайне, в облике тех проектов, которые мы сегодня предлагаем нашим жителям. Третий очень важный критерий, пожалуй, даже один из основных критериев – это экономическая эффективность этих проектов, потому что сегодня мы понимаем, что
проектирование и строительство – это только начало-начало. То есть вот сегодня наши коллеги как победители только-только приступают к работе, потому что впереди большой объем работы, связанный не только со строительством, реализацией качественной, но еще и с большой такой вот частью, сферой – это содержание и эксплуатация этих территорий, потому что огромное количество примеров, когда даже большие объекты капстроительства, на них предусматриваются средства, они вводятся, строятся. Есть, например, примеры, наверное, многие знают, например, олимпийские объекты, когда строятся, потом их еще называют белыми слонами. Что с ними делать, как их содержать, потому что на них необходимо еще дополнительные средства. И вот здесь вот как раз этот критерий в оценке наших проектов тоже является очень важным элементом, над которым надо работать. И здесь как раз вовлечение экономистов, вовлечение финансовых структур муниципалитетов, каким образом дальше содержать эти территории, связано прежде всего с предпринимательской деятельностью. Поэтому практически в каждом из наших объектов мы видим объекты предпринимательской деятельности, это павильоны какие-то и круглогодичного использования, открытые павильоны. То есть когда люди приходят отдыхать, обязательно все равно здесь без сферы услуг никак не обойтись. То есть обычный пример, если вы приходите в парк или на площадь отдыхать с детьми, то через энное время вам захочется попить, ребенок захочет покушать, в конце концов есть человеческие потребности. То есть вот эти все элементы, они должны быть обеспечены в этих проектах. Вот. Ну и четвертый показатель – это, конечно, собственно, архитектура, собственно, большой состав проектов. Вот вы, наверное, уже видите, что кроме картинок, визуализации в этих проектах, есть очень большой состав проектов, которые могут делать только профессиональные архитекторы. И в конце хотела бы, конечно, отметить наших авторов, потому что авторами этих проектов сегодня являются молодые архитекторы. В частности, автором города Покровска является Света Бугаева, она здесь, да, Света Бугаева, вот она здесь сидит, да. И по Покровску у нас архитекторы Прокопий Рожин, и очень молодой у нас совсем коллега сейчас Александр Марков, он выпускник Арктического института. Буквально в этом году мы его по конкурсу взяли в архитектурное бюро «База», и вот как раз развиваем среди наших молодых коллег эти компетенции, очень необходимые нашей республике. Еще раз подчеркну, что задача основная управления архитектуры не только строить градостроительную политику в республике, не только реализовывать интересные проекты, а прежде всего готовить кадры, потому что по кадрам у нас большой кадровый голод. К сожалению, вот время 90-х, когда перестройка по России шла, оно сказалось вообще в целом на отрасли архитектуры, когда среднее поколение практически не представлено. У нас сегодня очень мало архитекторов, там 40-летнего возраста, то есть у нас либо выше 50, либо младше 30. Этот большой разрыв, он очень сказывается именно на том, что сегодня мы просто уже сейчас должны с большой скоростью наращивать именно компетенции и готовить наших специалистов. Кроме того, специалистов еще для муниципалитетов, потому что главные архитекторы в наших муниципальных образованиях, в районах, к сожалению, сегодня большинство из них даже не имеет архитектурного образования, работают люди, поскольку надо работать, люди с инженерным образованием. И вот здесь вот как раз моя личная задача как главного архитектора республики – проводить большой ряд образовательных мероприятий, повышения квалификации. У нас очень много планов именно по линии центра компетенций, вот эти компетенции как раз усиливать. У меня вкратце все. Я бы хотела, наверное, слово представить сейчас нашим победителям, то есть главам городов, вкратце рассказать вообще впечатления об этом конкурсе. Кстати, еще хотела бы подчеркнуть, что большая работа проведена. Всегда мы чествуем победителей по итогам. Да? На самом деле 9 городов, которые приняли участие в этом конкурсе, тоже провели очень большую работу, и мы сейчас планируем вместе с ними продолжить эту работу, потому что вот я сейчас думаю, коллеги поделятся, что это действительно результат приходит только если не опускать руки и продолжать работать дальше. Пожалуйста, вам, Александр Игнатьевич, слово. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Добрый день, уважаемые журналисты, коллеги. Я уже архитекторов называю коллеги. Хочу остановиться в 2 пунктах. Да? Я просто работаю уже главой 7 лет. Есть чем сравнивать, как работают по ведомствам, по министерствам. Вот эта работа по конкурсу, федеральному конкурсу, она прошла удивительно легко. Все очень просто, потому что вот это управление архитектуры и центр компетенции, они изначально, с самого начала, начиная с беседы с людьми, обычно это делает глава, да? Они были с нами, рядышком, и
сразу видно, что люди за нас болеют, и то, что мы достигли, это наше общее. Обычно такого нет. Ну, вот обычно глава одинок в своих потребностях, в своих проблемах, а тут как-то все легко пошло, и ты сам понимаешь, что глава не может быть всезнающим. Он некомпетентным во всем. А то, что вот профессионалы пришли и помогли по части архитектуры, по части, ну, даже по экономике, ну и продвижение сбора документов, продвижение этих документов, это все очень облегчило нашу работу, и мы понимаем, что нас поддерживают, нам помогают, и от этого еще 2 раза лучше хочется работать. Так что огромное спасибо за такую возможность. Ирина Дмитриевна, это не пустые слова, есть чем сравнивать. Так что вот эта победа, и мне очень хотелось бы, что вот такая работа наладилась по всем министерствам, по всем направлениям. Это мои желания как главы. Да? Тогда у нас будут не только по этому конкурсу такие достижения, а это очень большие достижения. Не 80 победителей, потому что отсеиваем 20 исторических, у нас исторических нет. Из 60 победителей по всей России 2 – это Республика Саха-Якутия с населением меньше 1 миллиона человек. А там такие гиганты были: Подмосковье, Татарстан, там Самара, там Нижний Новгород, там все по 5, 10, 20 миллионники. Так что это, я считаю, феноменальная победа. Так что, ну так если подумать, если в прошлом году была случайность, в этом году уже прорыв. Это первое. А второе, то, что радует, это то, что мы с Покровском стали победителями. Знаете почему? Новейшей истории республики нашей, постсоветской, эти 2 города в один день стали городами. В один день. И мы были до этого поселка городского типа, да? Петр тоже, городского типа. И у нас развитие было совсем по-другому. От села к городу, да, поднимались. А теперь у нас общие проблемы, те же парки, те же улицы, те же благоустройство домов, дворов. У нас этого всего нет особенно. Потому что после 1997 года, вы знаете, у нас очень трудное положение было, ну, не то что в России, только в республике, да, должным образом мы не развивались. И вот этот конкурс, победа в этом конкурсе нам дает сильный толчок развития наших городов. Вообще называться городом. Мы хотим называться городом, но вот такого понимания, если приедете, ну если, может быть, Покровск приедете, есть, в Нюрбе пока такого нет. Мы еще не развились как города. И у нас очень большая надежда, вот Ирина Дмитриевна, Наталья Николаевна, как компетентные люди развития городов и вот этих всех, чтобы они нам помогли, и все, чтобы у нас все было слажено, и мы развивались как города. Придерживаясь тех нормативов, которые в градостроительном плане, да, вот эти красные линии, я не знаю. Вот, я еще раз говорю, мы тоже учимся, главы. Мы все не знаем. Сейчас учимся и будем развиваться, считаю, что совместно с нашей уже любимой управлением архитектуры Республики Саха-Якутия. И озвучу еще одну такую цифру. В 2022 году, когда будет столетие ЯССР, нам будет с Покровском 25 лет. Тоже, скажем так, дата такая юбилейная. И очень хотелось бы к этому времени с поддержкой республики, с поддержкой управления архитектуры, под чутким контролем, скажу, управления архитектуры, чтобы мы пришли к этой дате какими-то обновленными и с новыми какими-то достижениями. И как знающий нашу проблему глава нашего региона, Арсений Сергеевич, он, думаю, в этом нашем начинании поддержит, он уже поддерживает нам. Не зря же мы получили, да, 12 миллионов по конкурсу, плюс еще 8 миллионов дополнительных денег. Это удивительно. Нам просто так, обычно мы бьемся за какие-то деньги, а вот эти, для развития наших городов, вот эти средства пришли очень своевременно, и ну, слово «легко» подходит, не подходит, но очень так легко пришли. И мы очень благодарны нашему управлению архитектуры, что они нам дали возможность, раскрыли глаза. Так что, ну, я могу здесь очень долго сидеть и расхваливать, так что я передаю слово своему коллеге Петру, он, скорее всего, дополнит меня. Петр Павлович, вам слово. Добрый день. Сначала, конечно, я хотел бы поделиться своей радостью со всеми, выразить слова благодарности всему населению Покровска, всему населению Хангаласского района за то, что они были неравнодушны на всех процессах, начиная от общественных обсуждений, воркшопах,
участие принимали все, в обсуждении выбора общественного пространства. Также благодарность большая Управлению архитектуры при главе республики. Это орган создан очень своевременно. Я скажу, что городу Покровску и Нюрбе в этом смысле повезло. Также Центру компетенций и ребятам, которые архитекторы и проектанты, которые стали идеологами нашего проекта с учетом мнения всех поступивших предложений от бизнес-сообщества, от горожан. И поэтому в этом проекте отражено все чаяния и желания всего населения, всего сообщества. Я считаю, что наша победа в этом конкурсе 2019 года – это закономерная победа, потому что мы уже имеем опыт 2018 года, в котором мы с Нюрбой были финалистами, и наши коллеги из Алекминска стали получателями гранта. На сегодняшний день у них кипит работа. У нас, как финалистов, нас поощрили, не оставили, как говорится, наедине с собою. И на сегодняшний день у нас в Покровске и в Нюрбе тоже идет работа совместно с Центром компетенций. Сейчас мы начинаем работу по парку, в Нюрбе тоже парк. Таким образом, уже в наших городах есть понимание среди всего населения, и уже есть такие места роста и точки притяжения, как парки. И вот в прошлом году, когда шел конкурс, жюри задала такой вполне резонный вопрос, почему в Покровске выбрали набережную, а в то время как у вас отличное месторасположение и прекрасная, огромная и великая река Лена. Но я не смог ответить, я ответил только, что мы провели все в рамках выбора территории, и все-таки подавляющее большинство выбрало парк. Поскольку в этом парке в советское время все-таки там был парк, старшее поколение помнит, как проводились там мероприятия, там сохранились некоторые основания старых сооружений, и все-таки парк на сегодня, вот я могу сказать с уверенностью, это уже самое лучшее место в Покровске для провождения времени. Мы проводим там уже свои мероприятия, и он уже стал любим всеми покровчанами. Ну и если говорить в целом о федеральном проекте, приоритетном, формирование комфортной городской среды, я считаю, что он очень своевремен и хорош тем, что он охватывает все население России. И главной его особенностью является то, что он предусматривает в своей организации то, чтобы вовлечение было максимально бизнес-сообщества, максимальное вовлечение населения, и это ставится одним из основных критериев при подведении итогов. Также основной критерий там ставится на то, чтобы выбор общественных пространств и их обустройство было обсуждено с населением. То есть на сегодняшний день уже то, чтобы, допустим, захотел сделать муниципалитет на местах, либо проектант придумал, так уже сейчас не работают. Сейчас проводятся обсуждения, проводятся воркшопы, и на основании результатов их делаются проекты. То есть результат должен удовлетворить все чаяния и желания, начиная от детей, заканчивая старшим поколением. Действительно, вот эти 40 миллионов, в этом году еще сумму увеличили на 10 миллионов. Они, на самом деле, средства, конечно, для нашего бюджета это колоссальная сумма, потому что на благоустройство местные бюджеты, к сожалению, выделяют гораздо меньше. Мы очень рады, мы готовы засучить рукава и вместе приняться за работу. Но я считаю, что эти деньги на самом деле при сегодняшних реалиях на такие большие объекты комфортной среды, чтобы выполнить их качественно на уровне, они все-таки недостаточны. И мне вот понравилось выступление губернаторов областей, что они вот в прошлом году, став финалистами, получив гранты, став победителями, сконцентрировали все свои силы и на местах, объединившись с районами, с областями,
с бизнес-сообществом, со спонсорами, они довели это дело до отличных результатов. Я думаю, что в 2019 год, объявлен нашей республики главой Айсеном Сергеевичем годом консолидации, это для нас отличный шанс показать на деле, что мы вместе, что мы можем сконцентрироваться на одной цели, идти в ногу и реализовать эти проекты очень достойно. И в следующем году по результатам наших работ, я думаю, все-таки это очень будет влиять на рейтинг всего региона, на рейтинг нашего главы. И теперь только за работу мы готовы. И я уверен, что с такой поддержкой, как Управление архитектуры и градостроительства, Центр компетенций, сейчас покровчане, нюрбинцы, я уверен, все воодушевлены. И мы очень уверены, что все будет у нас, все получится. Все вместе мы сможем достигнуть этих поставленных целей. Спасибо, Петр Павлович. Спасибо. Следующее слово я хотела бы предоставить Гадане Игнатьевой, рассказать о фестивале современной культуры, в каких городах он будет проводить, какие цели мы этим преследуем и что вообще республика получит в итоге этой работы. Всем добрый день. Прошу включить, пожалуйста, презентацию. В этом году мы запланировали первый масштабный республиканский фестиваль современной культуры в рамках года консолидации «Города и родные села». Фестиваль начинаем с 1 июля и заканчиваем где-то 30 ноября. Как Ирина Дмитриевна сообщила, у нас, получается, мы выиграли президентский грант, мы очень много работали, уже начиная с февраля, и победили там, получается, 6 миллионов 68 тысяч рублей. Также мы выиграли грант главы в размере 200 тысяч, и, получается, путем еще софинансирования от муниципальных образований, также от спонсорства наших местных компаний, мы в этом году реализуем наш фестиваль. Так, вот тут можете посмотреть географию фестиваля. В этом году мы выбрали 12 малых городов, также 3 поселка. Поселки — это Бердигестяк, Чурапча, Амга. Направление у нас обширное. Получается, делаем муралы, инсталляции. Также у нас большая образовательная миссия, встречи, мастер-классы и встречи, получается, с местными детишками, школьниками и жителями. Вообще, зачем мы это делаем? Путем формирования таких благоприятной среды, путем стрит-арта, каких-то инсталляций, каких-то вот арт-объектов можно поменять среду не только в нашем городе, да, который вы, наверное, уже заметили, уже 3-й год, каждое лето мы делаем стрит-арт в Якутске. А сейчас, получается, мы ориентируемся именно на наши города. У нас республика огромная, поэтому мы хотим поддержать именно жителей, живущих там. Можете посмотреть тут направления. Есть сезонные арт-объекты, муралы, инсталляции и обучение. Это наша команда фестиваля. Руководителем фестиваля является Мария Иннокентьевна Скрябина, руководитель Центра компетенций. Я являюсь арт-директором. Также у нас есть арт-куратор фестиваля, родом из города Якутск. Она работает в Москве, очень опытный человек. Мы сейчас разрабатываются эскизы нашими художниками. Если рассказать об участниках фестиваля, у нас участники именно только местные художники. Идем дальше. В Нерингере. Что мы планируем в Нерингере? Это большой фестиваль Тайгард, который пройдет в августе. Вместе с идейными вдохновителями, которые вот живут в Нерингере, мы сейчас разрабатываем положение, конкурс и как это будет все происходить. Есть там технопарк, наверное, все там вы побывали. Технопарк списанной техники. Мы хотим их расписать и сделать там большой фестиваль молодежный. Дальше. Можно быстро пойти. Получается, в Алдане у нас планируется инсталляция. То, что вот Ирина Дмитриевна рассказала, нашими архитекторами были запроектированы вот общественные пространства. Мы хотим связать их
И чтобы не просто делать муралы пришли, сделали, ушли. Да? Тут, получается, мы запроектировали на будущее и пространство вокруг него. В Ленске у нас планируется инсталляция от художницы Ксении Кудряной. Имя Ксении Кудряной известно в творческой среде в Москве, также и за пределами России. Она является современной художницей, также родом сама из Ленска. То есть мы выбирали художников путем того, что не просто так пришли и выбрали, а именно людей, которые именно родом оттуда. И именно темы наших арт-объектов будут связаны от местной идентики. Есть такое понятие местная идентика, это когда вот изучаешь историю, какие-то интересные особенности, и путем этих изучений мы выявили интересные вот эскизы, выходят от них. Также сейчас разрабатываются эскизы от художников. Как разработаются, мы делаем голосование среди жителей городов, именно ориентированные. А можно презентацию чуть-чуть побыстрее? Да, побыстрее, пожалуйста. То есть, например, вот в Нюрбе Анна Савина скоро разработает эскизы, и мы сделаем голосование именно среди жителей Нюрбы, чтобы они сами выбрали свой арт-объект. В Удачной планируется также мурал, Покровске скульптура, связанная с трилобитом. В Чурапче планируется мурал, наверное, вы уже заметили, прошло очень резонансное голосование среди жителей Чурапчи. Также это вызвало очень многие активно обсуждались в Инстаграме и в соцсетях. В Якутске у нас планируется роспись малых инженерных объектов. Будем отбирать путем конкурса художников. Идем дальше. В Среднеколымске у нас планируется стрит-арт от местной художницы Галины Слепцовой. В Верхоянске также планируется инсталляция от художниц Анку Гасич и Лены Васильевой. Спасибо, Лена. В Бердикестяхе также планируем росписи. Сейчас вот художники Анатолий и Павел разрабатывают эскизы, связанные тоже с местной идентикой, рисуются образы Сафрона и Семена Даниловых. В Вилюйске также будет тематика на историко-политическую. В Алекминске также планируется стрит-арт. Тут можете ознакомиться с нашей образовательной миссией, что мы планируем именно в городах. То есть в связи с возведением муралов у нас будут еще и мастер-классы, творческие встречи, мастер-классы именно от художников, также интересные, образовательные и познавательные. И, в общем, программа. Возможно, это как фестиваль, например, в Нерюнгри. Также в Чурапче планируется какое-то интересное событие в виде выставки. Ожидаемые результаты. Вообще, зачем мы это все делаем? На этот вопрос, если отвечать, мы путем интересного проекта привлекли федеральные деньги. И мы очень рады, что получили такую поддержку от президентского гранта. И сейчас начинаем работать именно... в общем, зачем мы это делаем? Да? Чтобы путем таких наименьших финансирований поменять среду сельского и городского поселения. Если поменяем среду, можно и поменять жизни людей. Мы в этом уже убедились, и это наша миссия. Всем спасибо. Спасибо, Кыдана. Ну и еще раз хочу подчеркнуть, что грант мы получили при поддержке нашего Союза архитекторов, потому что гранты подаются от некоммерческих организаций, и как раз поддержка нашего
нашей общественной организации позволило ну, как бы вот получить успешное участие в этом гранте президента. Вообще, что касается сферы архитектуры, значит, нацпроект «Жилье» сегодня предполагает очень большой объем финансирования именно по программе переселения из ветхого аварийного жилья. И вот какие проекты наши архитекторы подготовят, наши проектные компании, от этого зависит, каким образом будут меняться наши города и села. Сегодня надо признать, к сожалению, работу мы сейчас пока начали как-то вот, ну, в этом году еще пока не планируется строительство новых объектов, в основном Министерство строительства сейчас пойдет по процедуре выкупа, но именно этот год очень важен именно в разработке проектов, поэтому участие наших архитекторов, наших проектных компаний, еще раз хочу подчеркнуть, что во многих проектных компаниях, к сожалению, сегодня даже в штате нету профессиональных архитекторов, поэтому наша задача совместная Союза архитекторов Якутии, Управление архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия, Управление архитектуры и градостроительства при главе окружной администрации города Якутска, также наши образовательные учреждения, например, кафедра архитектуры Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета, кафедра дизайна при Арктическом институте искусств и культуры. Все наши коллеги, там, даже тот же, допустим, не знаю, колледж технологий и дизайна, которые занимаются в этой сфере. Например, в ЕГСХ сейчас планируется создать кафедру, при кафедре землеустройства добавить специальность ландшафтный дизайн. То есть все эти усилия направлены на подготовку специалистов. И надо признать, что наши архитекторы на Дальнем Востоке имеют на самом деле достаточно серьезное влияние, потому что недаром наши коллеги и дальневосточники говорят, есть почерк у якутских архитекторов, есть свое направление, и вот это направление наша задача максимально развивать. Поэтому я слово хочу предоставить Семену Гавриловичу Никифорову, рассказать об итогах участия нашего Союза архитекторов в Дальневосточном фестивале зодчества ДВ-2019. Спасибо. Добрый день, коллеги. Во-первых, хочу поздравить с успешным участием в конкурсах наших коллег. Это действительно большое достижение и результат нашей плодотворной работы. Вкратце расскажу о Дальневосточном архитектурном фестивале, который в этом году проводится 23-й раз в городе Хабаровске. Проходила 23 и 25 мая. Учредителем и организатором данного фестиваля является Дальневосточное объединение Союза архитекторов России и Хабаровская краевая организация Союза архитекторов. Вот. Фестиваль проводится в целях развития архитектуры и градостроительства и на Дальнем Востоке России, повышения престижа профессии архитектора, градостроителя, дизайнера. Вот. В программе фестиваля были смотры конкурса лучших архитектурных произведений за 18 и 19 годы. Среди них лучшие студенческие проекты и смотр конкурс детских архитектурных художественного творчества. Выставка прошла на высшем уровне. Я, как новоиспеченный председатель Союза архитекторов Якутии, принял участие в жюри, в составе которого были профессиональные, высококвалифицированные архитекторы со всего Дальнего Востока. Проводились семинары, представляли продукты по BIM-технологиям в проектировании и новые продукты по наружному освещению в архитектуре. Также провели совещание Дальневосточного объединения Союза архитекторов России, где обсуждались актуальные проблемы и планировалась дальнейшая работа Дальневосточного объединения Союза архитекторов России. Вот. И хочу, пользуясь моментом, вручить грамоты и огласить результаты данного конкурса, достижения наших работ. Вот. Среди смотра конкурса детского архитектурного художественного творчества за 18-19 год участвовало 6 студий Федерального Дальневосточного округа. Среди них наша школа-студия архитектуры и дизайна при Союзе архитекторов Якутии. Всего на осмотр конкурс было представлено 191 детские работы. Из них 8 работ от нашей студии.
Вот. Все ребята получили дипломы и награждения. Я в связи с тем, что их очень много, буду вручать золотые и перечислю участников. Вот. Яковлев Антон, Тюрютина Айрин, Кириллина Айта, Протодиаконова Сахаяна, Мордовской Эрсан, Попов Эркин, Кириллина Айта и Громова Надежда. Вот все они приняли активное участие и Давайте похлопаем. да, да, получили Да, я вручу сюда. и золотой диплом Громовой Надежде за работу композиции из геометрических тел, академический рисунок, гипсовая голова. Поздравляю. Давай тоже общую. Среди лучших студенческих проектов архитектурных школ Дальнего Востока приняли участие 5 высших учебных заведений. И среди них наш Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, инженерно-технический институт. Всего работ было 153. 125 студенческих курсовых проектов и 28 графических работ в номинации «Архитектурный рисунок». Мы приступим к награде, наверное, да? Да, конечно. Сразу наградим. Тут работ 20. Все награждены. Да. Наши студенты Все получили выиграли. дипломы разные уровня. И давайте сейчас наградим золотые дипломы. Так, Семенов Виктор Викторович. Есть, да? Ага. Автономный высокотехнологический эко-город на 20 жителей. На 20 тысяч жителей. Черяева Августина Валерьевна. Концепция жилого квартала с повышенным социальным взаимодействием в городе Якутске. Семенова Диана Александровна, архитектурная фантазия, работа. Также золотым дипломом отмечен коллектив кафедры архитектуры городского строительства Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова за высокий уровень подготовки студентов. И самое главное, вот смотр конкурс лучших архитектурных произведений за 18-19 года среди профессионалов, так скажем. На смотр конкурс были предоставлены архитектурные произведения, выполненные архитекторами Республики Саха, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев. Всего представлено архитектурных произведений в количестве 48 работ. Это на самом деле мало с предыдущими годами, видимо, из-за тенденции того, что у нас стройиндустрия в последние годы слабеет. Наша республика представила 12 работ, из них 11 работ в номинации «Ландшафтная архитектура и дизайн городской среды». Это вот те проекты, которые вот по программе «Комфортная среда» идут. И одна работа в номинации «Архитектура жилых зданий и комплексов». Сейчас все дипломы сейчас вручим. Может, сам уже Давайте так. Вот там есть микрофон. Дипломом фестиваля награждается коллектив архитектурное бюро «База-14». Брызгалова Айталина Александровна и Гасич Анна Валерьевна. За проект «Всесезонный парк спорта и отдыха «Амикан» в городе Нюрнберг. Спасибо. Это как раз проекты, которые были направлены на всероссийский конкурс. Да.
Также дипломом фестиваля награждается аспирант кафедры художественного образования и декоративного искусства факультета изобразительного искусства РГПУ имени Герцена Федотова Дарья Спиридоновна. Ее нету, да? Да, за серию статей и концепций проекта центральной части советского Якутска. Также дипломом фестиваля награждается авторский коллектив консорциума «Куяр». Авторы Асадов Александр Фаилович, Асадов Андрей Александрович, Андросов Иван Степанович, Алексеев Николай Николаевич, Шишигин Иван Ильич, Николаев Иннокентий Афанасьевич, Шепета Кирилл Евгеньевич, Нестеров Владислав Михайлович, Никифоров Семен Гаврилович, Николаев Ждан Александрович, Барахов Сергей Валерьевич. За проект «Парк будущего поколения» в городе Якутске, Республике Саха-Якутия. Это вот конкурсная работа, которая проходила в этом году, в январе. Так, бронзовым дипломом награждается авторский коллектив архитектурное бюро «База-14», Рожин Прокопий Родионович и Марков Александр Афанасьевич. За проект благоустройства зоны отдыха на реке Ирелях в районе микрорайона Заречный. Серебряным дипломом фестиваля награждается авторский коллектив ООО «ЛСТК Проект» Алексеев Николай Николаевич, Нестеров Владислав Михайлович, Никифоров Семен Гаврилович за проект «Жилой комплекс в квартале 37 города Якутска». Первая очередь. Так, и золотой диплом фестиваля. Тут столько авторов. Награждается авторский коллектив архитектурное ландшафтное бюро «Айкуб» Варламова Любовь, Решетова Светлана, Валерия Палич, Наталья Корнеева, Наталья Яровенко, Ксения Игнаткова, коммуникационное агентство Smart Heart Agency, округ Станислав, Михаил Шетлер, Елена Савина, проектная группа 8, Снегирева Надежда, Семенов Дмитрий и представители местной компании проектное бюро «Старт», Федорова Джамиля, Гаврилев Николай, Исматов Нергун и ландшафтный центр Якутии Никифоров Виктор, директор центра. Золотой диплом за проект «Парк будущего поколения» в городе Якутске, Республике Саха-Якутия. Это высшая награда фестиваля. Давайте поздравим коллег еще раз. Вот, поздравляю всех с успешным участием в фестивале и пожелаю дальнейших успехов и в реализации проектов, и в будущей работы. Спасибо. Спасибо, Семен Гаврилович. На этом у нас основные выступления закончены. Если есть вопросы, мы можем ответить. Вот есть еще и коллеги. Вопросы какие-то, если есть, пожалуйста. Да. Виолетта Баскарова, Вести Якутии. У меня несколько вопросов, вот, в частности, главам УУСов. Хотелось бы узнать объемы, какую площадь занимают эти проекты ваши, да? Вот по парку набережной. Какие материалы там будут использоваться, в какой срок эти проекты будут реализованы. И вот по поводу уже к архитекторам, наверное, там будет авторский или там надзор вестись этих проектов, потому что у нас с этим надзором как бы слабовато. Спасибо за вопрос. Вот смотрите, если по срокам пройтись, да, федеральное министерство нам поставило такие вот сроки, что вот, когда мы его послушали, у нас волосы стали дыбом. Потому что до 31 декабря у нас уже не то что проект с экспертизой, у нас уже должен быть контракт подписан. И к следующему году, к концу, мы должны весь этот объем уже сдать. С нашей логистикой, с нашей зимой, ну, вы понимаете, что работа состоит колоссальная, да? А объему, это не площадь там 30 на 30, сам парк у нас 27 га. Плюс еще идет озеро Мельник, вот там посмотрели. Это еще, я не знаю, озеро надо высушить.
озеро надо сделать, еще раз набрать, это, я не знаю, как с этим справимся, но вот сейчас я пойду уже, приеду и с лопатой пойду это все дело начинать. Но, потому что если даже ждать проектов, вот этих окончания проектов, экспертизы, это же у нас все затягивается, что мы какие-то работы уже начнем работать. И, насчет объемов я сказал. Ну, работа колоссальная. Без помощи населения, да, без помощи наших предпринимателей, вот, в любом случае на сумму 40 миллионов это все не поместится. Ну, никак. Потому что там есть асфальтное покрытие, там есть и даже вот иностранное оборудование, скажем, да, вот детское. Там будут и строения почти что капитальные. Ну, 40 миллионов это, ну, это один детсад, садик. Если получится, будем привлекать, если не получится, хозспособом будем все это отрабатывать. У нас народ очень такой отзывчивый. Если мы какой-то кич даем, скажем, ну, давайте соберем, скажем, там, саженцы, да, или, скажем, давайте все пойдем соберем камушки. Ну, народ у нас пойдет. Давайте все выйдем лопатами, выроем яму, чтобы это все в воду спустить или там, наоборот, водоотвод сделать. У нас они просто сейчас надо будет сильно организовать. Это все новое. Даже для республики, по-моему, почти что новое, да, это все. А для Нюрбы это вообще... После 1937 года у нас парк никто не делал. Если мы там... Хорошо, по срокам По срокам я прокомментирую. Понимая очень краткие сроки, на самом деле управление архитектурой ведет работу именно через Центр компетенций. То есть мы заложили средства в этом году через Центр компетенций на разработку проектно-сметной документации. То есть это большой плюс, помощь уже муниципалитета. Более того, поскольку объекты не являются объектами капитального строительства, мы проходим экспертизу только сметной стоимости. Эту работу мы планируем вот буквально в эти дни уже начать. У нас проекты сейчас в работе практически. Вот, что касается Покровской и Нюрбы. Дальше в этом году мы должны, пройдя экспертизу, уже объявить конкурс, уже муниципалитеты сами объявить на подрядные работы на СМР. Вот. В этом году объявляются работы, и как раз зимой, то, о чем говорит Александр Игнатьевич, можно уже закупать материалы, завозить, готовиться к весенним работам, и уже по весне 2020 года, то есть эта работа должна кипеть, к концу 2020 года мы объект должны сдать. Сроки сжатые, но имея уже опыт реализации таких проектов, мы понимаем, что физически это вполне возможно выполнить. Вот. Здесь очень большое, конечно, значение имеет именно командная работа самих муниципалитетов. И, как подчеркнул Александр Игнатьевич, конечно же, поддержка самих жителей, предпринимателей, бизнес-сообщества – это очень большой задел на то, чтобы проекты получились успешными. Что касается материалов, мы действительно анализируем вообще все проекты, которые строили и в городе Якутске, и вот в других у нас городах дворовые территории. Мы сейчас максимально изучаем разные технологии, конструктивы. Вот наши специалисты Центра компетенций буквально совсем опять недавно вернулись с Республики Татарстан, как раз изучая опыт других регионов. В этот раз задача была изучить именно конструктивные решения, потому что понятно, что вот мы тут пробировали разные как бы и материалы, и технологии, но что касается благоустройства, например, набережная, это в Покровске очень тоже серьезный объем работ, связанный. Во всех проектах есть обязательно детские площадки, спортивные площадки, воркаут-площадки, есть площадки для предпринимательской деятельности и есть большие событийные площади, где будут проходить какие-то мероприятия. И там, конечно, у нас предполагается и брусчатка, и асфальтовое покрытие, например, плюс дополнительно в парке, в городе Покровске в этом году он у нас идет по государственной программе, например, заложена тропа здоровья, она уже имеет асфальтированное покрытие, чтобы дети могли там и кататься на велосипедах, и кататься на роликах, то есть вообще по конструктивам мы анализируем ситуацию. Вот, и, кстати, опережая вопрос, можно было бы сказать, например, по Талому озеру мы сейчас делаем корректировку проекта. Основной объем работ из государственной программы будет направлен на благоустройство озера Талова. Вот, и глядя на то, как играет там деревянное покрытие, мы сейчас перешли на брусчатку. То есть здесь тоже мы, анализируя ситуацию, переходим на более качественные конструктивные решения. По Покровску, может, Петр Павлович еще что-то добавить? Так, отвечая на вопрос по площади общественных пространств, у нас в городе Покровск парк города занимает 30 гектаров, это лесной массив. Работы очень много, конечно, чтобы проложить тропу здоровья.
Набережная, она у нас 502 метра в длину по побережью. Это та территория, которая вот будет непосредственно благоустраиваться, на которой вот сделан проект, и шириной где-то от 35 до 50 метров. Это порядка чуть меньше 2 гектаров получается. Сроки у нас одинаковые. Когда вот было награждение, рекомендованные министерством сроки были выведены на экран. И эйфория, конечно, немножко у победителей пропала на некоторое время, потому что сроки очень сжатые, работа очень серьезная предстоит, и сразу же были реплики из зала по поводу крайнего севера, условий, которые к нам тоже, конечно, очень применимы, как ни к кому, что у нас очень короткий строительный сезон, конечно, не сравнишь с Краснодарским краем, с Южной Россией. И сказали, что требования ко всем одинаковые. То есть у нас сроки сжатые, то есть на раскачку времени совсем нет, конечно. Еще раз подчеркну, на самом деле многие субъекты, вот смотрите, 36 субъектов всего стали победителями этого конкурса. Из 36 субъектов практически большинство субъектов работает с внешними архитекторами, с внешними проектными организациями. И вообще многие муниципалитеты сегодня, 2017 года, время показало, что практически не готовы. Как раз опережая события, вот почему коллеги задавали вопросы, потому что у них нет вообще вопросов финансирования проектно-сметной документации, у них нет планов по разработке этой проекта. То есть они сейчас только начинают этим загружаться. Они выиграли конкурс, они начинают думать. Мы постарались чуть-чуть опередить эти события, то есть в центре компетенции, еще раз, предварительно уже при поддержке главы республики Асена Сергеевича Николаева мы заложили средства в этом году на все наши малые города. Мы сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию даже для тех городов, которые не выиграли еще конкурс. То есть мы понимаем, что выигрыш в конкурсе – это только дополнительные средства. Если мы эти средства не выигрываем в федеральном конкурсе, мы, в принципе, их планируем через нашу государственную программу. Поэтому все города, которые сегодня не стали победителями, они у нас тоже, в принципе, все сидят в программе. Мы вообще 13 городов, вошедшие в нацпроект, мы обязаны до 2024 года реализовать эти проекты. Поэтому или через государственную программу, или через федеральное софинансирование мы эту работу планируем и планово идем. Авторский надзор – это как раз самая большая часть того, о чем я как главный архитектор и с прошлого года, и с позапрошлого года говорю. Именно сейчас, создав управление архитектуры, мы обеспечим авторский надзор и технический надзор совместно с Центром компетенций. Наши специалисты, они сейчас сидят здесь молодые, Прокопий Рожин, Сергей Барахов, они как раз сейчас, мы все усилия направляем, чтобы они фактически и технически были подкованы. Мы проводим систему образования с ними, и совместно с службой госзаказчика, которая также у нас по объектам этого года выступает техническим заказчиком, мы технический надзор и авторский надзор со своей стороны обеспечим. В этом году это 7 общественных пространств. Первое, самые большие средства, 130 миллионов, это озеро Талая. Дальше у нас идут город Алдан, Жатай, Покровск, Нюрба, Бердигистях и... Какой город я еще пропустила? Жатай я сказала, Алдан, Нюрба. Шестой объект у нас. Город Покровск. Город Покровск – это парк, как финалист прошлого года. Это 7 общественных пространств, они вошли в государственную программу. Кроме того, средства направлены на дворовые территории. Мы предполагали на эту работу направить порядка 126 миллионов, однако условия Минстроя очень жесткие. Что касается общественных пространств, что касается дворовых территорий, сроки на Минстрой ставят очень жесткие. То есть муниципалитеты должны были до 1 мая уже получить законтрактованные подряды на определение тех организаций, которые будут этим заниматься. К сожалению, с этой задачей у нас справился только Жатай. Мы продлили сроки, и сегодня у нас только где-то порядка 36 дворов из планируемых 76 будут реализовываться по этой программе. И это как раз ответственность глав и муниципалитетов. Те, кто умеет вовремя провести все процедуры, наладить работы команды, сделать вовремя план закупок, провести конкурсные процедуры, только те получают средства.
Минстрой Российской Федерации очень четко дал понять субъектам, что поддерживаться будут только те субъекты и те муниципалитеты, которые сегодня показывают желание работать и умение работать. Если вы не умеете работать, к сожалению, у нас вот есть примеры, когда многие муниципалитеты просто выпали из этой программы. Или, например, город Вилюйск, как финалист этого конкурса, в этом году должен был получить средства из государственной программы, но в силу субъективных каких-то обстоятельств они вот не смогли выполнить условия программы и выпали из этой программы. Ну, в следующем году мы будем уже дальше с Вилюйском работать. То есть сейчас очень много зависит не столько и не столько от проектов, от архитекторов, а больше от уже муниципальных команд, как они и, самое главное, от управленческих компетенций, то есть насколько главы муниципальных образований умеют управлять этой работой, насколько они создают хорошие, слаженные работу команд, от этого зависит реализация. Спасибо за вопрос. Конкурс именно по Якутску, да? Получается, у нас сейчас идут переговоры с ЕТЭЦ, чтобы от них получить разрешение на роспись инженерных объектов, то есть тепловых пунктов. После всех этих переговоров мы начнем объявление нашего конкурса где-то в середине июня. Это будет, да, муралы. Такие больших объектов не планируется, а такие маленькие инженерные сооружения хотим расписать. Возможно, с волонтерами, со школьниками, очень много сейчас желающих, сейчас это стало очень популярным. Также мы хотим расписать скейт-парк, там, где вот новый сквер, ворота Якутска. На этот скейт-парк мы тоже залаживали сумму по гранту, президентскому гранту. Если вопросов нет, мы завершаем нашу пресс-конференцию. Благодарим всех за активное участие и желаем нашим коллегам, архитекторам дальнейших успехов в сфере развития архитектуры и градостроительства Республики Саха-Якутия. Спасибо всем.